Гимнастика – это не бег и не плавание. Тебе не нужно никого обгонять. Тебе нужно бороться только самим собой. Это фраза многократной чемпионки мира и олимпийской чемпионки Рио Маргариты Мамун. Здравствуйте! С вами снова программа «Спортивная среда». В студии я, Наиля Сайфутдинова. Смотрите сегодня в выпуске. Концовка футбольного года. Как выступает Рубин перед паузой. Кубок Казанского Кремля. Всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Турнир по спортивной борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Тимашева Хафиза Шахуловича. Гость студии – президент Федерации Чирспорта РТ Фатыхова Резеда Михайловна. Рубин сыграл второй матч плей-офф Кубка России в серии с ЦСКА. Эта игра стала решающей в вопросе прохождения в следующий раунд. В чемпионате страны казанцы занимают 7-ю строчку, опережая Ростов на 2 очка. Перед зимней паузой подопечные Рашида Рахимова проведут еще 2 тура. Кстати, один из них также против московских армейцев. Подробнее о делах Рубина расскажет Амир Сабиров. 22 ноября Рубин сыграл свой заключительный домашний матч в году против Акрона. Эта игра была отличным шансом, чтобы ненадолго попрощаться со своими болельщиками на позитивной ноте. Так и получилось. 3-0 уверенная победа. Отличный первый тайм, очень хороший. Мы вышли во втором тайме, я в перерыве сказал, они начнут очень активно. Мы должны были сохранить этот уровень, принять вызов. Ничего страшного нет, и спокойнее быть на мяче. Нам пришлось приложить опять усилия, чтобы вернуться в игру, опять выигрывать эти мячи, опять выходить в атаки. И это вы сделали очень хорошо. Ваша дисциплина, ваша командная организация, ваша тактическая обученность, ваш дух командный, то, о чем я говорил, и ваше умение, которое есть, приносят такие результаты. В этом матче 2 мяча на свой счет записал нападающий Мирлин Дако. Это первые очки форварда после 2 подряд неудачных пенальти в первом матче с ЦСКА и Краснодаром в РПЛ. Точно не плакал, когда сидел со мной, разговаривал. Потому что это такая вещь, что я ему говорил, мы с ним разговаривали. В вчерашний день, да, это произошло. Ты должен думать о том, что твои голы впереди, и реабилитироваться ты можешь в каждом следующем матче. Если ты зациклишься на этом и будешь думать об этих проблемах, выйти из этого будет тяжело. Выйти можно только тогда, когда ты проявляешь этот характер и, естественно, стараешься сделать, забыв то, что было, сделать обратное, найти свои моменты, реализовать свои моменты. Нам не удавалось в предыдущих играх взять 3 очка. Например, мы играли здорово с ЦСКА в Кубке, с Краснодаром играли тоже здорово. И вот сегодня сыграли здорово с Акроном, одержали победу. Я никогда давления не чувствую, даже если промахиваюсь с отметки. Я просто стараюсь делать все на максимум, да, выкладываться полностью. Как такового давления я не чувствую. Важнейшие 3 очка есть, но по нереализованным моментам Рубин должен был выигрывать с еще более крупным счетом. Ну да, это не очень хорошо. Надо знать, каким местом бить. И когда мяч летит в голову, то надо бить головой. Но, видимо, он хотел сотворить шедевр. Да, поэтому, наверное, в большей степени наказал сам себя. После этой победы казанцы не изменили своего места в таблице. Победа сохранила 7-е место, не дав Ростову обогнать подопечных Рашида Рахимова. 22 очка за 16 туров и 5 очков от 6-й строчки. 26 ноября рубиновые гостили в Москве у ЦСКА. Второй матч Кубка России. После первой встречи со счетом 0-0 у казанцев были отличные шансы, чтобы сразу пройти дальше. Но, увы. Я пока ты шел обратно на своей комментаторской, уже обсудил этот вопрос. Тамила Мусаев с правого фланга атакует, пас, удар, в дальний угол, гол! Гол! Это Дуглас Келвин! Он забивает во втором матче подряд. Рубиновые не показали ничего из того, что демонстрировали в первом матче, за исключением пары моментов у ворот армейцев. Но дальше на поле был только ЦСКА. Реализация моментов у хозяев была близка к идеальной. Так что поражение казанцев по делу. Единоборство. Обликов с левой ноги, прострел вдоль ворот. Аббас Фойзулаев. Я и команде сказал о том, что, к сожалению, нас наказали за наши ошибки, которые мы сделали. Во втором тайме, естественно, уже было сложно что-то поменять. Если бы мы смогли забить первый мяч пораньше, то тогда, наверное,
вдохновение пришло бы, может быть, команде. Но, к сожалению, да, вот так получилось. Поражение, оно неприятное, но я бы не сказал, что оно безнадежное. По иронии календаря чемпионата России, свой следующий матч Рубин также проведет в Москве. А в соперниках, да, все верно, ЦСКА. Возможность взять реванш за поражение. Да мы, наверное, друг друга очень хорошо уже знаем. И вот здесь как раз определяющими являются вот эти моменты. Если за ошибки тебя наказывают, то тогда возникает проблема. Еще у нас будет попытка вернуться в кубок, поэтому посмотрим. Нужна реакция и постараемся, естественно, через несколько дней сыграть, может быть, чуть по-другому. Учитывая, что состав Рубиновых был не совсем оптимальный, ждем главных лидеров команды в старте уже в субботу. Для того, чтобы навязать борьбу ближайшему соседу из верхней части таблицы. Амир Сабиров, «Спортивная среда». У нас в гостях президент Федерации чирспорта Республики Татарстан Фатыхова Резида Михайловна. Здравствуйте. Добрый вечер. Совсем недавно прошли всероссийские соревнования по чирспорту «Сила Татария». Соревнования данного ранга впервые нам доверила Общероссийская Федерация. Расскажите, как прошли соревнования, сколько регионов участвовало, какие наши результаты? Это действительно получилось очень масштабным событием. Мы проводили соревнования на протяжении 3 дней в 3 спорткомплексах. Казань принимала почти 3000 спортсменов из 35 регионов нашей страны. Мы были невероятно горды такой возможности и благодарим, конечно же, Союз чирспорта России за доверие. Надеюсь, что мы его оправдали и все прошло замечательно. А как выступила наша сборная? На самом деле нам есть чем гордиться. Наши клубы показали себя великолепным образом в дисциплинах чирлидинга. Я бы хотела выделить клубы «Прорыв» из Казани, клуб «Фейм» из города Набережные Челны, взрослую команду химико-технологического университета, сборная КНИТУ КХТИ, это взрослые. Также клуб Little Stars в дисциплине мальчики и девочки, они показали себя очень даже хорошо. Это все призовые места, мы гордимся нашими спортсменами. Кроме того, в танцевальной дисциплине чир-хип-хоп отлично показал себя клуб «Шада», заняв 2-е место. Вот таковы наши результаты. Здорово, что так много школ, клубов, где развивается чирспорт в Республике Татарстан. Это не только Казань, как я поняла, но и другие города. Где еще развивается? Мы очень рады, что в последнее время действительно районов заинтересованных становится больше. Если до поры до времени клубы были представлены в крупных районах, да, это Нижнекамский район, город Набережные Челны, то совсем недавно появился клуб в Елабужском районе. Также Бугульминский район у нас активизировался. Мы, конечно, рады тому, что растет спрос и интерес вообще, в принципе, к нашему прекрасному виду спорта. Сейчас в Татарстане порядка 800 спортсменов, 18 клубов. То есть растем с каждым днем, и каждый чемпионат и первенство республики показывает стабильный рост. Это очень приятно. Расскажите, а как в России обстоят с чирспортом дела? Много ли регионов, где развивается этот вид спорта? Очень много, порядка 80. Для понимания, чемпионаты первенства страны идут минимум 4 дня, собирают 4-5 тысяч спортсменов. Ну, то есть это настоящий праздник чирспорта, зрелище невероятное, очень-очень яркое, потрясающее. Правда, это нужно один раз увидеть. Традиционно национальные соревнования, чемпионаты первенства нашей прекрасной страны проводятся в Москве в мае месяце. Очень рекомендую. В моем понимании, как в понимании, я думаю, многих зрителей, чирспорт – это такое сопровождение командных видов спорта за рубежом. Расскажите, как пришло оно к нам и как сейчас у нас это культивируется именно как спорт? Много ли детей отдают в чирспорт? Благодарю вас за вопрос. Он на самом деле очень интересный. С одной стороны, мы рады и гордимся, что чирспорт он актуален в культурной повестке больших спортивных соревнований. Например, нам довелось участвовать в играх будущего, играх БРИКС. То есть, представляете, какая возможность потрясающая для детей, которые
иным образом не могли бы себе представить вообще участие в таких событиях. Но в то же время мы, конечно, несколько обижаемся, когда нас сравнивают с деятельностью групп поддержки, потому что мы сами по себе спорт, мы самодостаточные, мы воспитываем мастеров спорта, наши дети с 8 лет выполняют разряды спортивные, и у нас такая очень серьезная спортивная жизнь. Мы ни про хоккей, ни баскетбол ни в коем случае, хотя и рады иногда прийти и выступить, почему бы и нет. Интересно зрителю, что важно. Но вот такой парадокс имеет место. Давайте сделаем паузу. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Казани. Он посвящен памяти мастера спорта СССР международного класса Тимашева Хафиза Шайхуловича. Состязание межрегиональное, среди участников 153 борца. Подробности далее. В спортивном комплексе «Олимпиец» прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир был посвящен памяти Тимашева Хафиза Шайхуловича, мастера спорта СССР международного класса и заслуженного тренера РСФСР. Греко-римская борьба – это вид спорта сильных, мужественных, выносливых, стремящихся людей к победе. Она воспитывает характер, выносливость, умение бороться и побеждать. В последние годы в республике у нас уделяется серьезное внимание в целом развитию спортивной борьбы. Турнир собрал более 180 спортсменов из разных регионов России. В основном это были воспитанники спортивных школ и организаций, которые хорошо выступили и завоевали первые места на всевозможных соревнованиях. Эти соревнования проходят на высоком уровне. Мы хотим, чтобы в дальнейшем популяризация борьбы в Республике Татарстан была на высоком уровне, и хотим привлечь больше участников из других регионов. На соревнования прибыли почетные гости. Чемпион мира и Европы Мацыганов Абуязид, а также олимпийский чемпион Евлоев Муса. Спортсмены провели мастер-класс, где помимо ответов на вопросы юноши смогли получить бесценный опыт в борьбе с именитыми чемпионами. Гости приезжают, мастер-класс показывают, олимпийский чемпион, чемпионы мира, Европы. То есть участие принимаем всей страной в поддержании спорта, именно спортивной борьбы. Дети тянутся уже, то, что приезжают такие титулованные, именитые борцы. Всероссийский турнир в памяти Хафиза Шайхуловича уже 4-й раз проходит. И ребята, я смотрю, очень настроены, нацелены, красивую борьбу показывают. Я думаю, у ребят есть большое будущее, чтобы потом дальше уже попасть в сборную команду и там уже показывать на международных аренах большие результаты. Соревнования стали не только праздником спорта, но и данью уважения выдающемуся спортсмену Хафизу Шайхуловичу. Его работа внесла огромный вклад в развитие этого вида спорта и оставила глубокий вслед в истории греко-римской борьбы. А расскажите, со скольки лет можно уже отдать детей в черспорт? Большинство клубов принимают воспитанников с 4-5 лет. Официальная спортивная деятельность у нас начинается с 8 лет. То есть до 8-летнего возраста это фестивальные соревнования. С 8 лет уже календарные, официальные, на разряд, на отбор в сборную региона. То есть вот так. Спрос действительно растет. С каждым годом я замечаю все большее количество желающих зачислиться в ряды маленьких черлидеров. Это не может меня, конечно же, не радовать. Потому что массово, ярко дети учатся дружить, дети учатся взаимодействовать, они учатся ответственности, развивают волевые качества. Мне кажется, что они эмоционально очень как-то реализуются в команде, получают позитивные эмоции. За этим, пожалуй, и приходит наш прекрасный спорт. А когда уже поздно прийти в черспорт? Зависит от того, какую цель ставить перед собой. С недавнего времени мы развиваем направление чир-родители. И у нас в Татарстане не одна такая команда, что самое интересное, а уже 3. Летом были соревнования. В этом году мы их приурочили году семьи, что было очень кстати, и сопряжено с политикой нашей страны. Это было очень актуально. Мамы, чьи дети занимаются черспортом, вступили в команду, начали тренировки. Конечно, их деятельность не нужно сравнивать с деятельностью кандидатов в мастера спорта, но тем не менее они тренируются, они готовятся к участию в соревнованиях.
и имеют свои успехи, гордятся собой. Мне кажется, мы в удивительное время живем, когда взрослый человек может расширить свои границы и реализовать свои детские мечты. Слушайте, ну это действительно очень здорово. А расскажите, вот чирспорт очень красивый, зрелищный, со множеством перестроений, со сложной композицией. Как вы это все придумываете? Откуда у вас столько фантазии? Конечно, вдохновение мы, наверное, черпаем, равняясь на чемпионов, да, во всех сферах. Но в то же время имеет место и творчество. К слову, если раньше мы ставили традиционные программы, да, под поп-музыку, она не имела какой-то темы, в последнее время очень актуальны стали тематические постановки. Идеи мы можем черпать из фильмов, даже из сериалов, из каких-то произведений литературных. Например, казанская команда из клуба «Черлэп» поставили свою программу по мотивам сериала «Великолепный век». Взяли музыку, обработали ее должным образом, получилась вот такая идея. А как костюмы? Там должны быть соответствующие костюмы или у всех более-менее унифицированы? У нас есть правила по виду спорта. Допускается платье либо комбинезон, но определенного кроя. То есть там есть правила по нижнему белью, как и во многих других сложно-координационных танцевальных видах спорта. Да. Но в целом, чем мне нравится, да, опять же, наш вид спорта, допускается некий все равно полет фантазии по цвету, по количеству стразов, там, по аксессуарам ты можешь что-то добавить от себя. В этом есть своя прелесть. Резида, спасибо вам большое за беседу. Было очень интересно узнать про чирспорт. Мы желаем вам удачи, успехов и всего самого-самого наилучшего. Большое вам спасибо. Всего хорошего. С 21 по 23 ноября в баскет-холле прошел Кубок Казанского Кремля по танцевальному спорту. О нем расскажет Гульнур Габдрахманова. С 21 по 24 ноября в баскет-холле прошли всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Здесь собрались сильнейшие спортсмены в категориях дети, юниоры и взрослые и показали свое мастерство на паркете. Это стандартная программа, латиноамериканская. Вот сегодня вы были, снимали латиноамериканские танцы, наиболее зажигательные, яркие костюмы, испанский темперамент и так далее, и так далее. Около 3500 спортсменов за 4 дня выяснят, кто же сильнейший, и получат заслуженные награды. Ранее этот вид спорта имел название «бальные танцы», затем «спортивные бальные танцы», а сейчас используется название «танцевальный спорт». Сформировалось несколько программ – европейская, латиноамериканская, двоеборье, 10 танцев, европейский и латиноамериканский секвей, трехминутное шоу под оригинальную музыку, европейский и латиноамериканский формейшн, соревнования ансамблей из 8 пар. Такие соревнования, как всероссийского уровня, они, конечно, очень тренируют хорошо детей, особенно с детского возраста. То есть, если дети уже, начиная 7, 8, 9 лет танцуют на таких соревнованиях, то если они профессионально занимаются, то в молодежи они однозначно будут на коне. В латиноамериканскую программу входят танцы самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и драйв. Из латиноамериканских танцев только самбо и пасадобль танцуются с продвижением по линии танца. В остальных танцах танцоры практически остаются на одном месте, хотя и в этих танцах возможно перемещение танцоров по танцевальной площадке с возвратом к исходной точке или без. Мы сегодня начали танцевать латиноамериканскую программу с 9 утра, с 1:32. Так получилось, что мы смогли сразу пройти без реданса, то есть без перетанцовки, сразу попали в 1:16, то есть с самыми сильными парами. Сейчас у нас предстоит 1/8, четвертьфинал, полуфинал, финал. Надеемся показать максимально хороший танец. Нам очень понравилось танцевать на этой большой, красивой, светлой площадке. Мы получили удовольствие, даже несмотря на то, что танцевали всего лишь 2 тура. Было немножко нервозно, потому что танцуем у себя дома, очень большая ответственность, но мы справились хорошо, да, и надеемся, что в следующем туре покажем еще более качественный, хороший, красивый танец. Среди взрослых Олег Джен и Алина Агеева стали победителями всероссийских соревнований в спортивной дисциплине двоеборье. В детской категории первое место завоевала Каролина Розова. Если честно, было очень отлично, мне очень понравилось. Все пьедесталы заняла. Но это было очень классно. Раньше танцы считались родом искусства. Сегодня принято рассматривать соревновательные бальные танцы как артистический вид спорта. Гульнур Габдрахманова, Амир Залюшев. Спортивная среда.
Всем привет! Меня зовут Маруся, и сегодня я расскажу и покажу вам новости закулисного спорта. У главного хита татарской эстрады «Мин яратам сени Татарстан» появится продолжение. Салават Фатхиддинов занялся написанием третьего куплета своей песни, который будет посвящен хоккейному клубу «Ак-Барс». Совсем скоро новая версия хита зазвучит под сводами Татнефть-арены. В качестве благодарности клуб тоже решил сделать ответный жест и закрепить за Салаватом пожизненное место на трибунах Ледового дворца. Российское антидопинговое агентство хочет привлечь фигуристку Камилу Валиеву к борьбе с допингом среди молодежи. Об этом рассказала глава РУСАДА Вероника Логинова. На ее взгляд, фигуристка может посодействовать формированию негативного отношения к допингу среди юных спортсменов, так как является кумиром для миллионов, и ее могут услышать. Футбольный клуб «Рубин» отметил свое 15-летие с момента второго чемпионства, случившегося в ноябре 2009 года. В честь этого на игре с «Акроном» клуб организовал на Ак-Барс-арене выставку своих трофеев, где, конечно, был и последний чемпионский кубок. Однако помимо выставки кубков, концерты и вечеринки для студентов, болельщиков ждал и долгожданный розыгрыш. В Казани не смогли пройти мимо кражи часов у Федора Смолова во время матча «Рубин-Краснодар». По этой причине казанский клуб сперва опросил игроков команды о их любимых часах, опубликовав соответствующее видео, а затем пообещал устроить розыгрыш аксессуара среди владельцев абонементов. На такой позитивной ноте «Рубин» готовился уйти на зимнюю паузу. А вот у хоккейного клуба «Ак-Барс» пауза не предвещается, а она была бы весьма кстати, ведь казанский клуб остался без двух основных вратарей. Амир Мифтахов и Тимур Белялов на пару игр выбыли из гонки, и оба по причине здоровья. Белялов травмировался в матче против «Нефтехимика», а Мифтахов сильно простудился. Теперь барсы вынуждены играть со стражами ворот из ВХЛ. Не зря говорят, болезнь – коварная штука, не щадит никого. Ни хоккеистов, ни даже фигуристов. Олимпийская чемпионка Алина Загитова на своей странице в интернете опубликовала видео из дома, на котором делает себе капельницу. Подробности состояния своего здоровья фигуристка раскрывать не стала. Единственное, подписала видео короткой фразой «Не болейте». На этом у меня все. С вами была Маруся. Увидимся. Пока-пока. Обзор спортивных событий далее на очереди. Приятного просмотра. Раис Республики Рустам Миниханов и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетили строящийся Центр развития футбола в Казани. Строительство манежа находится на финальной стадии. Работы планируется завершить уже весной 2025 года. Центр будет создан для тренировок детских команд и профессиональных спортсменов. В планах возведения на территории 3 полей. Также в ходе осмотра Дмитрий Чернышенко отметил, что в республике динамично развивается сфера спорта, что служит достижению национальной цели, которую поставил президент Владимир Путин – укрепление здоровья граждан. Завершились ежегодные всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Юрия Михайловича Красильникова. В этом году участие приняло более 1000 спортсменов из 46 регионов. Соревнования проходили в 3 возрастных категориях до 16, до 18 и до 20 лет. Атлеты соревновались в таких дисциплинах, как бег, бег с барьерами, эстафета, прыжок в длину и высоту, прыжок шестом и толкание ядра. За 3 дня спортсменами было установлено 27 рекордов. Казанский клуб «Зеланд» сыграл в 1/16 финала Кубка России по гандболу. После возрождения команда провела довольно усердную работу и разместилась на 3-м месте в высшей лиге. Однако ненадолго. В последней игре с «Динамо Астрахань» клуб не смог удержать свои лидирующие позиции и пройти в 1/8 финала. Первая половина игры прошла не очень. Тайм завершился со счетом 15-19 в пользу противника. Во второй половине «Зеланд» уже больше включился в атаку, однако разницу в счете сократить не удалось. Казанская команда ушла с поля с поражением, завершив игру со счетом 30-36. В Хакасии стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. По итогам 2 соревновательных дней лыжники Татарстана уже не раз поднимались на пьедестал почета. В первый день в гонке классическим стилем ими стали Лидия Горбунова и Савелий Коростелев. Оба татарстанских спортсмена завоевали золото. В финале в спринте свободным стилем среди женщин победу уже одержала другая наша спортсменка Анастасия Фалеева. У мужчин первое место завоевал Денис Филимонов. На этом спортивная среда подошла к концу. Спасибо, что были с нами в этот вечер. С вами была Яна Ильясов-Удинова. До новых встреч. Всем пока-пока.